В Уфе сильный ветер сорвал крышу спортзала и повалил дерево. Уфада күчле жел спорт залының түбәсен куптарып алган һәм бер агачны аударган. В Уфе сильный ветер сорвал крышу спортзала и повалил дерево. Уфада күчле жел спорт залының түбәсен куптарып алган һәм бер агачны аударган. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем Уфимский разворот на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня вас приветствует Денис Ганиев, Руслан Валиев и Никита Полянин за режиссерским пультом. Доброе утро, друзья. Мы тут обсуждаем интересные темы, которые вам совсем скоро расскажем. Да, потому что у нас тем на самом деле много. Весна, как говорится, жизнь бьет ключом, температура повышается. Кстати, вот на реках лед пошел, я обратил внимание, и уровень воды поднимается. Но будем надеяться, что, в общем, больших каких-то эксцессов, связанных с подтоплениями, не будет. Как, например, в прошлом году в апреле жители Зубова, да, пострадали из-за незаконной постройки. Кстати говоря, надо выяснить, что там происходит в этом году. Почитаем сегодня прессу непечатную, поголосуем, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с политтехнологом Габдуллой Хамитовым. Вчера мы обсуждали возвращение Раиля Сарбаева в республиканскую публичную политику. Кстати, поголосуем мы именно на эту тему. Во второй части на прямой связи со студией будет член Совета по правам человека Наталья Евдокимова, которая принимала участие вот в выездном заседании в республике и в непосредственных мероприятиях в разных местах. Прежде всего по медицинской тематике. Поэтому вопросы, если у вас есть, вы можете их присылать нам на номер СМС +7 927 304 1051. И, конечно, не забывайте смотреть наш эфир в Фейсбуке, на Ютубе и подписываться на наши трансляции. Ну и, кстати говоря, обсудим овации в Сибае, да? Конечно. Мы там об этом поговорим. В Салавате, прошу прощения, да. Так, что еще сказать надо? Ну, вроде по плану у нас все понятно, так что предлагаю сразу приступить к обзору прессы. Ну и начнем с ГТРК Башкортостан на сайте телекомпании. Хороший, радостный материал для многодетных семей. Им, в общем-то, снижают налоги. Так, вот, существенно. Да, достаточно неплохо, но в четверг Госдумой Российской Федерации принят закон, который позволяет многодетным семьям уже в этом году воспользоваться налоговыми льготами на имущество. Значит, земельный налог для граждан не сможет увеличиться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Бла-бла-бла-бла, это все сказал Володя. Но вот суть такая, значит, они предлагают дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего многодетной семьи ребенка. То есть, если сейчас налогом не облагается 20 метров площади квартиры, то в семье с 3 детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров. Соответственно, в доме плюс 21. Ну, вполне себе... Ну, как минимум, приятный момент. Да, пусть это не столь существенно, но тем не менее. Скажу так, по меньшей мере, не отрицательный. Да, то есть, как бы идет не затягивание поясов, а некоторое ослабление. Ну, лишь бы это, принесло действительно лишь эффект. бы это сработало, да. Кстати, активность наших жителей тоже сработала, судя по всему. Я имею в виду жителей микрорайона Сипайлово, которые в последнее время активно отстаивали сохранение гаражного кооператива «Жуковский». Владимир Гершов, один из активистов, неоднократно выходил в эфир по телефону в нашем уфимском развороте, рассказывал о том, как происходит все. И вот новость на портале «Медиакурсеть». Значит, они обратились, я имею в виду активистов и жителей, к в РИО руководителю регионального исполкома «Единой России» Рустему Ахмадинурову. И в результате здесь принято решение,
Значит, сейчас, секунду, вот они тут попросили. Мы, кстати, жители сказали, мы будем не против, если здесь построят современную двухэтажную парковку, а владельцам гаражей выделят место на ней. Тем, кому не нужны гаражи, такие здесь тоже есть, пусть возместят ущерб. Рустем Ахмадинуров с доводами уфимцев согласился и сообщил, что сейчас лучше приостановить снос и дать владельцам время на то, чтобы перенести свои гаражи. Будет создана рабочая группа, куда войдут представители администрации района, владельцы гаражей. Снос кооператива решено приостановить до 1 июля, как по меньшей мере, с условием, что уфимцы не помешают проведению геодезических работ. Ну что, друзья, вот как бы прецедент, да, с одной стороны, как бы, вот я сам слышал, спорили, кто-то говорил, да, надо сохранить гаражи, кто-то говорил, а как же строить надо дома, какие уж гаражи, это прошлый век. Но активность граждан позволяет добиться своего, если не сидеть сложа руки, если обращаться в средства массовой информации, если, в конце концов, по инстанциям пройтись. Вот, пожалуйста, может быть, конечно, они там навсегда и не останутся, но какой-то компромисс найден. Ну, если о переносе речь, там капитальные гаражи, да, капитальное строительство, то есть кирпич прям все. Нет, кстати, обычные гаражи, вот эти вот металлические коробки. Да? Ну тогда, в принципе, единственное, сейчас надо найти место, куда им их перенести. С этим, наверное, тоже будет непросто. Интересно, дедлайн есть какой-то? Сколько им дали времени? Ну, вот пока до 1 июля. Для 1 июля. Ну, мы будем следить за развитием событий. Переходим тоже на медиакорсеть, остаемся. Материал очень важный, очень болезненный, очень страшный для нашей страны. Вдова ветерана войны в Уфе 11 лет воюет с властями за горячую воду. Это вот что-то парадоксальное и невероятное и чудовищное на самом деле. В частном секторе? Сейчас расскажу. Чиновники в течение 10 лет отказываются помочь с улучшением жилищных условий инвалиду второй группы. 85-летняя Лена Мухаметовна Гафарова, инвалид второй группы, ветеран труда, в старости лет мечтает совсем не о большом. В общем, там нет в ее доме в микрорайоне Затон нет ни ванны и горячей воды. А в тот день, когда к ней приехали журналисты, сломался водонагревательный газовый аппарат, единственный источник тепла в доме. Вот представляете, что буквально вчера или позавчера у тебя просто в доме отключили тепло. 85 лет, но надо понимать, что человек, скорее всего, тем более с инвалидностью, не совсем здоровый. И она вот рассказывает о том, что ну а как нам жить-то? Да, и вспоминает только в День Победы, вот подарки дарят, еще что-то. Мне, говорит, этого не надо. Вы письма от Путина присылают, да? Да, дайте жить просто, дайте жить спокойно. Она причем дочь участника войны и супруга участника войны. Она говорит, что наше правительство очень заботливо, обо всех заботится о Донбассе, о Крыме, о Сирии. Почему-то о нас забывает. Телевещание уже какой год только беспокоится об Украине, кстати, актуально, да? Как будто у нас в России все хорошо. Никто не думает о нас. 75 лет прошло, как закончилась война, а я 11-й год воюю со своими бездушными чиновниками. Нет горячей воды и ванны нет. Вот даже так. Если пожилая женщина не является, там, я не знаю, вдовой ветерана войны, просто пожилой человек, которому нужно помочь в этой ситуации. Ну, по-моему, здесь надо просто элементарно там человеческое милосердие. А сколько таких еще? Причем объясняют специалисты, что по сути это администрация права, в общем-то, ну, юридически, да, но в их руках изменить ситуацию, просто они этого не хотят делать. Тут Марат Хусаинов комментирует закон о ветеранах, ну и вот эту ситуацию, юрист. Так что, друзья, заходите, почитайте медиакурсети. Кстати, вот еще одна вопиющая история, тоже на медиакурсети, о том, как женщина, причем онкобольная, в свое время получила вроде как социальное жилье, чиновники ей выдали его, значит, но в результате получилось так, что она не успела вовремя какие-то бумаги оформить, куда-то сходить по инстанциям, и это жилье стали у нее отбирать. Более того, когда она начала о своих правах заявлять, общалась в том числе с депутатами Госдумы, вот вроде они на ее сторону вставали, местные чиновники обвинили ее в клевете и даже отсудили было за клевету у нее деньги. Правда, Верховный суд в результате республиканский встал на ее сторону и до минимума уменьшил вот эти вот проблемы, да, связанные с клеветой. Однако же ситуация с квартирой, которая ей была выдана по закону, до сих пор не решается. И эта история уже длится несколько лет. И, в общем, когда вот читаешь этот материал на медиакурсете, тоже волосы встают дыбом, как у нас зачастую чиновники ведут себя бездушно в отдельных взятых историях, когда дело касается конкретного живого человека, который нуждается в помощи. Поэтому обратите внимание и на этот материал тоже. Ну, материал, который облетел огромное количество СМИ, я вот с ГТРК его забрал, на пятидневку в Башкирии перейдут и старшеклассники тоже. Как мы помним, Ради Фаридович своим приходом объявил, что надо бы перевести всех на пятидневку, но и вот детей перевели в начальную школу, а теперь и старшие классы переходят на пятидневку. Самое, что интересное, ее ввели, кстати, с 1 апреля, 60% школьников уже на пятидневке,
учащиеся, ну и остальные заканчивать переход. Вот меня интересует один вопрос. Моя супруга, как педагог в прошлом, да, интересуется. Вот в старших классах каждый день по 6 уроков, ну, изредка, когда 5, и в субботу еще 5. Куда девать эти часы? Как? Что делать с учебным планом? Готов ли учебный план? Вот он вопрос, который меня мучает. Или мы будем где-то терять? Или по 8 уроков в день? Смотря в чем терять, опять же, да. Ну, я тоже, если честно, теряюсь в догадках. Мы в свое время тоже учились 6 дней. Да. В субботу было уроков меньше, даже 4 иногда было, но они были. А все остальные дни были очень загружены. А сейчас, насколько я понимаю, у детей еще больше часов, потому что дополнительных предметов добавилось. Вон основы духовной и нравственной культуры чего стоят. Да ладно. Вот, я буквально вчера с племянницей разговаривал, она ученица 6 класса, у них есть такой предмет. Я спрашиваю, ну и как? Ну, у нас, говорит, хороший преподаватель, поэтому не жалуюсь. Интересно, да? Насчет содержательной части не успел обсудить, но это надо будет еще Слушайте, обсудить. вот у нас огромное количество людей слушает, на наш СМС или телеграм-канал напишите свое мнение, нам просто интересно, вот как вы относитесь к переходу на пятидневку? Да, да. Интересный же вопрос. И, возможно, есть какие-то у кого-то мнения по поводу вот этого предмета основы духовной и нравственной культуры. Да, дети что-то, может быть, рассказывали. Тоже поделитесь своим мнением. Ну, это, конечно, что-то с чем-то, да. Тем временем у нас... Значит, в Башкортостане предприниматель и ветеринар приговорены к условным срокам за махинации с отловом бездомных животных. Вот, оказывается, что можно сделать. Смотрите, ветеринар выдавал знакомому предпринимателю, как это называется, ну, некие документы, да, о том, что... сейчас скажу, как они называются. Фиктивные справки он выдавал, вот так это просто называется. Значит, а ветеринар по этим фиктивным справкам... получал деньги из бюджета на отлов этих самых животных. То есть никто их не отлавливал. Ветеринар справками подтверждал, что это событие случилось, и, соответственно, предприниматель получал деньги. С одной стороны, вот я здесь думаю, да, рад за животных, никто их не отловил, никто их не тронул. Но с другой стороны, да, вот эти двое, в общем, ну... Но там бешеные бюджеты, так что там все у ребят было хорошо, скорее всего. Да, это причем это не город, это Кугарчинский районный суд признал предпринимателей и фельдшера виновными в этой истории. Это только один район, и, возможно, это не за длительный период даже, за какой-нибудь там год. Целый 1 000 000 рублей, вот просто так. Да. ufatime.ru публикует материал о том, что если люди пытаются обойти закон, случается то, что произошло с моим предшественником. Руководитель Минзимущества Башкирии прокомментировал ситуацию с арестом Евгения Гурьева. Ну, это тема, которая вот на первых полосах во всех практически СМИ прошло. Мы не будем сейчас о ней уточнять. Вот Олег Полстовалов сказал, что я бы не хотел демонизировать наследие предшественников. Да, оно сложно, есть признаки недобросовестности, но есть статья 49 Конституции о презумпции, которую никто не отменял. В общем-то, Рустем Ахмадинуров заявил, что прежняя власть не предпринимала серьезных усилий для борьбы с коррупцией. И только с приходом временно исполняющего обязанности... Ну, раз уж эту тему затронули, проанонсирую сразу. У нас сегодня после 15 часов вместо программы «Персонально ваш» идет программа «Редколлегия». Веду ее сегодня я, и в гостях у нас будет в том числе Рамиль Рахматов, который является автором серии публикаций «Большой хапок», которые как раз касаются всей этой длительной истории вокруг Евгения Гурьева в том числе, поэтому присоединяйтесь к эфиру после 15 часов. И буквально у нас есть несколько секунд, я вот буквально скажу, что можно почитать на портале «Правда ПФО». Материал под названием «Хабиров готовит почву под возвращение Рахимова и конфликтует с Мустафиным». Вот прямо вот так все в одной куче, да? Андрей Иванов, наш коллега, здесь разбирает разные стороны вот последних событий. И вот здесь меня заинтересовало буквально, значит, вот что. УФАС по Башкортостану рассмотрела жалобу производителя Бетсема, называется, из Красногорска на аукцион мэрии Уфы по закупке коммунальной техники стоимостью 86 миллионов рублей. Мэр Ульфат Мустафин не так понял задание в Рио главы Башкортостана Хабирова, и подметальные машины якобы, по мнению издания, должны были покупаться не где-нибудь, а именно в Красногорске. И сейчас, соответственно, идет вот это вот разбирательство. Ну, то есть Андрей Иванов подразумевает какую-то здесь коррупционную, видимо, составляющую. Более подробно читайте на портале «Правда ПФО». А сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера с политтехнологом Гамдуллой Хамитовым мы обсуждали возвращение Раиля Сарбаева в республиканскую политику. Назначение бывшего премьер-министра Башкортостана Раиля Сарбаева на должность руководителя корпорации развития республики. Вы как можете вообще это объяснить, прокомментировать, что происходит? Я начну немножко с истории. В середине 90-х годов я консультировал одного из кандидатов в городской совет, и у него было 4-5 серьезных конкурентов. Я провел с ними переговоры, и один из самых серьезных стал начальником штаба моего кандидата в депутаты.
параллель понятна, да? То есть речь идет о том, на нескольких передачах говорили, что конкурентом может быть Сарбаев. А последний раз, когда вот вы по телефону общались с Исаевым, он там злой, огорченный, с кислой физиономией сказал: я вот буду искать, кого бы поддержать на выборах и так далее. Здесь, в Башкирии. Так. И вполне возможно, что могли бы выйти на Сарбаева и попросить его, и часть голосов бы действительно он забрал. Причем весомую часть, да? Весомую часть, потому что авторитет у него достаточно высокий, и до сих пор о нем отзываются как об очень хорошем управленце. Тем более по Зауралью. Да. Поэтому, на мой взгляд, это очень правильный ход. Не знаю здесь, с чьей стороны сначала была инициатива. Сарбаев-то давно еще хотел вернуться в Башкирию. Но здесь, видимо, интересы совпали и того, и другой, и той, и другой стороны, и поэтому хорошее решение. И для меня Сарбаев обвиняет варьё нашего в том, что он красногорских собирает и так далее. Это войдет в команду как наш башкирский представитель. Хотя, на мой взгляд, вот это деление на тех и других, дескать, красногорский и башкирский, это просто журналистская, скорее всего, выдумка. На самом деле работают в единой команде, и инцидент, когда у вас была представитель... Лена Прочаковская. Да. Она рассказала, что мы действительно единая команда, и мы работаем, не считаясь со временем. Здесь вот еще одно лирическое отступление. Как-то был в Лувре гид на русском языке, она показала, вот посмотрите, загадочная улыбка Джоконды. Чистейшая выдумка журналистов. Она показала нам несколько картин, где не менее загадочные улыбки. Поэтому мир полон мифов, мир полон установок. И, на мой взгляд, к сожалению, очень часто мы попадаемся в этой ловушке. В некотором роде Раиль Сарбаев был конкурентом Радия Хабирова на должность, скажем, преемника Муртазы Рахимова. И вот эта вся история с отъездом Радия Хабирова и с отмененным преемничеством Сарбаева, она, в общем, вот даже в книгах у Мурзагулова, да, описана. Является ли вот это вот объединение их усилий, оно, скажем, истинным, да, или это все-таки такой ход на публику, скажем, чтобы объединить электорат на период выборов только? Перед Новым годом был баттл в огнях Уфы. И там Ахмадинуров организовал этот вот баттл, и там награждали лучших политиков года. Он представлял Качкаева, и я задал Качкаеву вопрос: Павел Рюрикович, как получается так, что вот еще недавно вы с Ахмадинуровым на выборах схватились не на шутку, и это было в просторах интернета, казалось бы, рассорились на всю жизнь, а сейчас вы как-то вот вместе и дружно общаетесь. Качкаев сказал так: вы знаете, говорит, вот для меня политика – это такая вещь, когда я исхожу из того, что полезно для республики, полезно для города. И поэтому все вот эти вот обиды забываем, и они остаются в прошлом. На мой взгляд, Хабиров как раз вот человек такого типа, когда он готов забыть. И, кстати, прозвучало от кого-то из его команды, что установка его такая: из прошлого берем только хорошие. Ему-то с его позиции, с его высоты, скажем, да, забыть проще, а вот Раилю Сарбаеву, его амбиции. Он баллотировался на должность главы республики, и, возможно, да, где-то в глубине души-то он все-таки хочет позицию повыше, а тут какая-то корпорация развития, которая непонятно за что отвечает. Я думаю, что он достаточно умный человек и тоже следит за тем, что говорит в Рио. В первые же дни прозвучало следующее: для меня неважно, к какому лагерю ты принадлежал, проповедовал там истины, какие ценности. Для меня важно конкретно, что ты можешь делать для республики. Сарбаева самого устраивает, почему это предложение? Потому что он умный человек, только поэтому. Потому что он, и понимает перспективы. Это пока просто это сюда он этап. приходит, да, для того, чтобы показать себя, и никто ему не мешает, работая в корпорации развития республики, работать вплотную с Москвой, а также быть в курсе всего, что происходит в республике. И не помню, кто из политологов высказал предположение, что он может стать и премьер-министром. Вы прослушали фрагмент вчерашней программы «Персонально ваш». В гостях был Габдулла Хамитов, политолог. Разговаривали о назначении Раиля Сарбаева. Ну и мы продолжить решили эту тему сегодня, предоставить вам возможность поголосовать и высказать свое мнение на этот счет. Да. Ну, прежде чем аргументировать, что бы то ни было, да, и какие-то информационные нюансы добавлять, давайте сразу объявим номера и
Вопрос очень простой. Дорогие друзья, если вы приветствуете возвращение Раиля Сарбаева в публичную политику, в публичную работу, да, в руководство нашего региона, то голосуйте по номеру 262-72-47. Если вам этот факт, это событие, да, не нравится, то есть вы бы не хотели возвращения Раиля Сарбаева, по каким-то причинам, причины могут быть разные, то голосуйте по номеру 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Очень хорошо, что Раиль Сарбаев вернулся в республиканскую политику. Вы рады. 262-72-47. Вы не рады и считаете, что это плохо. Это пройденный этап, прошлый век, как говорится, да. Человек команды Рахимова. И, может быть, много других аргументов. 262-72-48. Вы не приветствуете это событие. С такой интонацией вы начали это предложение, Руслан, что я подумал, что вы озвучите свою личную точку зрения. Очень хорошо. Я, если честно, теряюсь в догадках. Да? Прежде чем как бы аргументировать, да, ну, наверное, даже люди сами должны определяться. Я хочу напомнить, в 2005 году Раиль Сарбаев руководил башкирским территориальным управлением Россельхознадзора. С марта 2005 года он работал министром имущественных отношений Республики Башкортостан, то есть был предшественником Евгения Гурьева, да, получается. С мая 2007 года работал министром земельных и имущественных отношений. Видимо, министерство тогда переформатировалось. С 10 апреля 2008 года был назначен премьер-министром Башкортостана. 16 июля 2010 года, когда Рахимов ушел в отставку, он остался исполняющим обязанности премьер-министра Башкортостана. На 3 дня. На 3 дня. 19 июля он уже был отправлен в отставку формально по собственному желанию. И с 2010 года в публичной политике он был замечен только в период выборов. Да? Дважды он проявлялся на этой стезе. В 2014 году он пытался баллотироваться на пост тогда уже главы республики, да? Пытался стать конкурентом Рустема Хамитова, но в последний момент ему это не удалось. То есть его даже в бюллетене не было. И на выборах в Думу 2016 года также, в общем, ему не удалось добиться в этом смысле результатов. Почему это происходило? Это отдельный разговор, отдельная длительная история. Но сейчас мы видим, что человек, которого считали в некотором роде конкурентом Радия Хабирова, человеком, который противостоял Радию Хабирову, в конце концов, в то время как раз, когда Хабиров покидал республику в 8-9 годах. То есть считается, что в том числе Сарбаев в этом и руку к этому приложил. Да. Но на самом деле мы же слышали от Радия Фаридовича, что все осталось в прошлом, и нужно идти вперед, развивать республику. Я думаю, что мы готовимся к выборам. Готовимся к выборам, привлекаем авторитетных людей. Я знаю, что как бы чего не вышло, чтобы на стороне... То есть под присмотром, получается, да? Ну, в том числе есть регионы, которые очень сильно поддерживают господина Сарбаева, поэтому... Но неудивительно, на самом деле. Имеешь в виду, есть районы в Башкирии, да, конечно, в Зауралье, откуда непосредственно он сам выходцем является. Например, да, кстати, в Зауралье наверняка... То есть заручиться поддержкой электората... Вот, хорошего, большого, там, интересного. Посмотрим, да? Ну, ведь не секрет, что кадры решают все. И вот я очень много слышу от руководителей, что у нас немного кадров-то. А здесь опытный управленец, человек, прошедший прекрасную школу под руководством, мы сами знаем кого. Там. База-то такая наработанная. И, друзья, 262-72-47, вы приветствуете возвращение Раиля Сарбаева. 262-72-48, нет, вам эта идея не нравится. Голосуем еще 10 секунд и подведем итоги. Нам Никита Полянин сообщает, что время истекает, так что подведем итоги голосования. После новостей у вас есть 5 минут на голосование. В 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Мэр Риги Нил Ушаков в течение 30 дней может в судебном порядке оспорить решение о своем отстранении от должности. Ушаков уволен распоряжением министра по делам регионального развития Латвии. При этом, если суд сочтет возражения Ушакова правомерными, он будет восстановлен в должности мэра и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы. Пока решение министра остается в силе, Ушаков, занимавший пост мэра с 2009 года, становится рядовым депутатом Рижской думы.
На организатора протестов в Ингушетии Багаудина Хаутеева завели уголовное дело. С еще 8 активистами проводятся следственные действия. Массовых протестов против решения властей удалось бы избежать, если бы правящая верхушка избиралась народом, а не Кремлем. Такое мнение в нашем эфире высказал журналист Максим Шевченко. Это следствие фальсификации выборных процессов, как на Кавказе, так и по всей России. И на Кавказе, и по всей России не избираются настоящие парламенты, вот особенно там. Если бы Евкуров не был назначен сверху, Путиным просто туда поставлен, и вот сказал, вот ингуши, вам Евкуров. Если бы это были выборные процессы, он, допустим, конкурировал там с Мухарбеком Аушевым, там, не знаю, с Мусой Келеговым, то я уверен, что его легитимность и авторитет были бы гораздо больше. Сейчас, когда фактически в кавказские регионы сверху ставят руководителей, веры никому нету. Максим Шевченко считает, что кто-то специально стравливает ингушей с чеченцами и выводит их на конфликт. Токийский окружной суд подтвердил правомерность нового ареста бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan Mitsubishi Карлоса Гона. Гон арестован по подозрению в нарушении закона о ведении корпоративной деятельности. Под стражей бизнесмен пробудет по крайней мере до 14 апреля. До этого момента столичная прокуратура должна будет выдвинуть ему официальное обвинение или оформить запрос на продление ареста без их предъявления. Совбез ООН сегодня в 10 вечера по Москве соберется на экстренное закрытое заседание. Глава миссии ООН в Ливии Гасан Саламе доложит о ситуации в этой стране. Ранее телеканал Аль-Арабия сообщил, что командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи, а глава правительства нацсогласия в Триполи Фаез Сарадж в свою очередь отдал приказ в случае необходимости применить силу. Ливия после свержения убийства Каддафи фактически живет в условиях двоевластия. В Москве сейчас плюс 5, днем до 8 градусов тепла, местами небольшие осадки. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900. Eventology 2019. Конференция по событийному маркетингу и креативу. Ключевые профессионалы отрасли, резонансные кейсы, эффективные стратегии. 25 апреля. Краун Плаза Уфа Конгресс Отель. 246 46 52 246 73 74. 18+. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Олег Полстовалов заявил, что будет проведена полная инвентаризация итогов деятельности предыдущей команды руководства Минземимущества. Напомню, на этой неделе суд арестовал бывшего руководителя ведомства Евгения Гурьева. На онлайн-конференции в «Электрогазете» нынешний министр земельных и имущественных отношений, отвечая на вопрос, последуют ли, по его мнению, новые уголовные дела за нарушение при операции
операциях с госсобственностью, предположил, что будут еще, так как, цитирую, «вопросы возникают по ряду объектов». Как сообщает «Коммерсант», фамилии Полстовалов называть не стал, сказав, что разбираться будет следствие. Министр добавил, что основная масса сотрудников ведомства вне подозрений, но по отдельным сотрудникам есть вопросы и прокурорское представление, которое будет рассмотрено в пятницу. Депутаты Госдумы приняли предложенный в Уфе законопроект о сохранении муниципального телевидения. 4 апреля прошло первое чтение законопроекта по 22-й телевизионной кнопке, предполагающей сохранение местных телеканалов в кабельных телевизионных сетях. Как сообщает Башинформ, инициаторами закона были представители Общественного народного фронта Башкирии при содействии Национальной ассоциации телерадиовещателей. В ходе голосования 385 депутатов проголосовали «за», 1 воздержался, против 0. Замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова рассказала изданию, что к этому событию шли 2 года, и благодаря этому закону муниципальные каналы будут жить. В Уфе застройщик оштрафован за строительные работы возле Сергиевской церкви. Компания «Торгово-сервисный комплекс «Дружба» с июля 2018 года ведет строительные работы возле выявленных объектов культурного наследия Сергиевская церковь и дом при Сергиевской церкви, известный как дом Шепелевых, расположенных на улице Бехтерева. Здесь возводятся многоэтажные жилые дома. Башкультнаследие сообщает, что в ходе проверки обнаружено нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия. Не были предприняты меры по обеспечению сохранности и безопасности памятников. 4 апреля Кировский райсуд постановил компанию застройщика выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Салават Юлаев уступил «Авангарду». 4 апреля на Уфа-арене прошел матч с командой из Омска. В первом периоде счет не был открыт. Второй начался с забитой шайбы «Авангарда». Через 2,5 минуты команда гостей забила еще 1 гол. Вскоре хозяева открыли счет и своим шайбам, забив 2. Под конец второй 20-минутки гости организовали гол. В третьем периоде «Авангард» закрепил свой выигрыш, забив еще 1 шайбу за минуту до финального свистка. Итог 2-4. «Авангард» одержал победу над башкирской командой. Счет серии 3-1. Следующий матч между командой из Омска и Салаватом состоится 6 апреля в подмосковной Балашихе. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе переменная облачность, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 9 градусов. Сейчас за окнами ясно, 3 градуса тепла. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Денис Ганиев, Руслан Валиев, Никита Полянин. И у нас есть интересные моменты. Мы сначала, напомним, что мы голосовали с вами, дорогие друзья. Если вы рады возвращению Раиля Сарбаева в республиканскую общественную жизнь, во власть, 262 72 47. Вы этому не рады. 262 72 48. Есть ли у нас уже итоги? Тетя Роза вот нам пишет: сталкивать даже как бы конкурента Сарбаева с Хабировым доброжелателям оппозиции. Ну, так. Дальше, к сожалению, не могу передать смысл того, что вот надо бы как-то это более понятно присылать нам сообщения. Кстати, и по поводу пятидневки вот нам писали. Ну, давайте сначала итоги подведем. Давайте. Что мы видим в результате? Много было проголосовавших. Результат при этом, на мой взгляд, немного неожиданный. Я думал, он будет более ровным. 90% против, 10% за.
Вот такие вот у нас вот слушатели «Эхо Москвы» не рады возвращению Раиля Сарбаева в республиканскую общественную и политическую, прежде всего, жизнь. Ну и зачитаю сообщение про пятидневочку. Да, про пятидневку. Пятидневка «Идиотизм. Пройдет время, все вернут обратно. Решение людей некомпетентных. Впрочем, как и везде», высказал свое мнение Сергей, за которое мы вас, Сергей, благодарим. Ну что ж, значит, этими вещами мы сейчас закончим, поменяем тему и позвоним члену Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Наталье Евдокимовой. Пока Никита Полянин будет набирать номер телефона, я напомню, что Наталья Евдокимова состоит в рабочих группах Совета по правам человека, следующих: по социальным правам, по экологическим правам, по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений. Будучи в составе делегации, которая посетила Башкирию, Наталья Леонидовна у нас побывала в Салаватском роддоме прежде всего, да, также была на круглом столе по скорой помощи. И мы хотим еще поинтересоваться историей, которая связана с директором школы, башкирским языком. Башкирским языком. На связи у нас наша гость Наталья Леонидовна. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Руслан Валиев, Денис Ганиев на связи, «Эхо Москвы» в Уфе. Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Да, здравствуйте, дорогие мои. Скажите, пожалуйста, Наталья Леонидовна, давайте тогда по порядку, да? Вы в Уфе поучаствовали в нескольких мероприятиях и побывали в нескольких местах, что самое главное, да? То есть увидели ситуацию изнутри. Хотелось бы по Салаватскому роддому ваше мнение узнать. Ну, я напомню слушателям, что по нему-то уже и решение принято расторгнуть концессию. На ваш взгляд, что там происходило? Правильно ли решение принято? Ну, решение принято абсолютно правильное. Если вы помните, в прошлом году было заключено соглашение концессии, и инвестор обещал в 23 года вложить 300 миллионов рублей в оборудование и в ремонт этого роддома, и при этом получать прибыль, потому что любое соглашение концессионное – это бизнес-план, это получение прибыли. И, собственно говоря, сам бизнес-план даже не буду обсуждать, потому что это их дело. Но самое главное, что случилось, что, продумывав бизнес-план, не продумали социальную защиту граждан, работающих в этом роддоме. Это медики, а у медики есть привилегии. Во-первых, это стажевый коэффициент, они раньше выходят на пенсию, а во-вторых, по указу президента у них уже в этом году должно быть 200% заработная плата от средней заработной платы по Башкортостану. Так вот, этого не было достигнуто. И в этом-то весь подлог и был. Вы же понимаете, людям не так важно, в какой форме учреждения они работают, какая там организационно-правовая форма. Их важна заработная плата и условия труда. Вот посмотрите, что получилось. Когда было передано в концессию это учреждение, это когда-то муниципальное, то прежде всего молодые врачи и медсестры, которые поняли, что у них не будет стажевого коэффициента, стали увольняться. Нагрузка на остальных работников увеличилась. Значит, условия труда ухудшились. Это значит, что и еще люди стали увольняться. А если люди стали увольняться, то при увеличении нагрузки они могли все равно меньше пациентов принимать. Значит, меньше пациентов, а оплата их заработная плата шла из фонда обязательного медицинского страхования вместе с пациентом, проплачивались услуги. Соответственно, и меньше денег стало получать, и меньше зарплаты. И вот этот вот замкнутый круг превратился в то, что люди не увидели перспективы. Ну, собственно, мне так показалось, что и сами концессионеры тоже это поняли. И когда мы провели там собрание, было предложено Башкортостану, ну, в лице вашего главы республики, расторгнуть конституционное соглашение, потому что иного выхода, ну, ни я не увидела, ни сами работники не увидели. Мне кажется, это было очень вовремя, ну, может, не совсем вовремя, но глава-то у вас новый, но сделано, и я думаю, что теперь у них будет и стажевый коэффициент восстановлен, так как они будут бюджетным учреждением муниципальным, ну, и зарплата
зарплата должна быть повышена, поскольку работает указ президента майский 2012 года. Ну, кстати, по поводу зарплаты и в муниципальных-то учреждениях не все так, слава богу. Вот насколько я знаю, там... Не все так, слава богу. Ну, понимаете, там есть задание. Они должны это сделать. Да, не все сразу получается, потому что, ну, есть и другие вещи. Понимаете, вот этот указ президента, ведь там тоже есть некие изъяны, я бы сказала. Но вот посмотрите, там средние медицинские работники и младшие медицинские работники, то есть санитарочки, они были уравнены в правах. Но с моей точки зрения это не совсем верно, потому что у них разная ответственность, разное образование, разная нагрузка. Ну и что получилось? В результате для того, чтобы выполнять указ президента, очень многие санитарки, медицинские работники младшие, были переведены в уборщики, или в уборщицы, если их работа непосредственно с больными не была связана. Ну вот понимаете, очень тяжело, особенно в депрессионных районах, в районных реципиентах или в регионах реципиентах выполнять указ президента. Но тем не менее, вот эта морковка будет всегда впереди. Это надо делать. А если это не государственное, не муниципальное учреждение, то у них нет такой обязанности. Вот в чем отличие. Скажите, пожалуйста, а вот почему, на ваш взгляд, все-таки не получилось? То есть идея-то, по идее, хорошая была же, да, вроде бы? То есть бизнес приходит... Вроде да, смотрите, 300 миллионов на дороге не валяется, да. И вроде как передать в частные руки более гибкое управление, да, и так далее. Ну, что с моей точки зрения не сработало? Ну, изначально, я не знаю про бизнес-план, я просто его не смотрела. Может быть, он был отличный, но о людях-то надо думать. Вот смотрите, приняв форму автономной некоммерческой организации, они сразу потеряли вот этот стажевый коэффициент. И если бы это было учреждение, учрежденное некими учредителями, да, то стажевый коэффициент бы сохранился. И не было вот такого вот, знаете, раскрутки, как в пике они вошли. Это первое. И мне кажется, что когда государственное учреждение, либо муниципальное учреждение меняет свою форму, государством передает частные руки, то прежде всего, надо заботиться о двух вещах. О качестве предоставляемой услуги, естественно, и о защите социальной работников. Вот когда однобоко эта проблема решается, вот получается та ситуация, которая получилась. Получается то, что получается, в общем-то, да? Получается то, что получается, да. К сожалению. Наталья Леонидовна, вот следующий пункт, да, который хотелось бы с вами обсудить, это круглый стол по скорой помощи в Уфе. Здесь у вас что удалось увидеть? Их целых 2 было у меня. Сначала я встречалась с руководством скорой помощи и частью работников, а потом второй раз с руководством и со второй частью работников. Вопрос, почему 2? Потому что теперь там 2 профсоюза. Вот сначала с работниками одного профсоюза, потом с работниками другого профсоюза. Но даже не будем их разделять. Может быть, даже и те, которые в первом профсоюзе, у них тоже были свои, видимо, какие-то претензии. Но что главное, какая претензия? Так как штатное расписание скорой помощи в Уфе укомплектовано всего на 50%, а выезжать по одному работникам скорой помощи правилами запрещено, то такая дилемма получается. Ехать одному работнику медицинскому к больному, к пациенту, или ждать, пока освободится второй, и это будет риск для здоровья пациента. Ну, выбрали, естественно, первый вариант. Ну, прежде всего, медики должны помогать больным. Но что при этом произошло? Ну, если ты работаешь один, то тогда нагрузка у тебя увеличивается. В 2 раза, да, ситуация. Ну, в 2 раза, ну, там сложно сказать, во сколько раз, но увеличивается. Значит, и зарплата у тебя должна увеличиваться. Но логично. Вот увеличение зарплаты, как сказали медики, недостаточно. В
чем это связано? Потому что внутренний, локальный нормативный акт в этом учреждении, я имею в виду скорую помощь, гласит, что за каждые 24 часа всего 2% надбавка. То есть 24 часа один работаешь, 2% тебе надбавка. 48, 4%. Ну и так далее, да, арифметическая прогрессия. Ну и мало. Действительно мало, потому что есть регионы, в которых это больше, тем более, что деньги, как сказал главврач скорой помощи, у скорой помощи достаточно. Значит, мы договорились, что будет продумываться механизм увеличения вот этого вот коэффициента надбавки. Второе, как говорили работники, принадлежащие к этому профсоюзу, ну, не очень хорошие отношения сложились с руководством у этого профсоюза. Это профсоюз действия, вот название у него. То есть его представители были все-таки на встрече с вами, получается? Ну, во второй раз, я же говорю, первый раз я встречалась с руководством с первым профсоюзом, второй раз с руководством со вторым профсоюзом. Не получилось одновременно, но, может быть, это и хорошо. Потому что я заслушала и ту, и другую сторону. Это всегда важно, когда есть некая конфликтная ситуация. Так вот, я хочу что продолжить. Значит, я стала смотреть расчетные листы, которые мне показали профсоюзники, прямо вместе с руководством. И выяснила, что если работает один человек с одного профсоюза и один из другого, то почему-то надбавка у них разная. Ну вот смотрите, 155 часов у одного, 138 у другого, а первый получил надбавку 6 тысяч с гаком, а второй 300 рублей. Есть разница? Конечно. И когда я сказала, руководство мне сказало, может быть, они не по одному работали. Я говорю, слушайте, а где это написано? Вот расчетный лист, вот я его смотрю. Почему такая разница? Мне обещали принести некий протокол, который заполняется каждый раз, когда скорая помощь приезжает на место, на станцию скорой помощи, да? Ну, к сожалению, так и не предоставили. Думаю, что есть с чем разбираться внутри самой скорой помощи. И я поставила этот вопрос и перед вашим главой, потому что, ну, такое нештатное комплектование врачей на скорой помощи, это очень чревато. И есть очень хороший опыт в Архангельской области. У них целая программа есть, каким образом поддержать студентов, заканчивающих медицинские высшее учебное заведение, у вас это, ну, я так понимаю, университет, да? Да. И что глава сказал, если хотя бы один выпуск останется в Уфе, проблема будет решена. И вот в Архангельске есть очень хорошая программа, как помочь, чем помочь молодым врачам для того, чтобы они остались в Архангельской области, а это вообще-то еще севернее, условия там более суровые. Ну, в общем, вот сказал, будет думать. Есть такая задача, надо думать, как помочь молодым медикам работать в Уфе, работать в Башкортостане, не менять свою профессию и не разъезжаться в другие регионы. Это очень важная эту тема, проблему. Да. Это очень важная тема, и я очень рада отношению в данном случае правительства Башкортостана и главы к проблемам, которые ставятся. То есть они решают. Наталья Леонидовна, позвольте вот вопрос уточняющий в эту тему. Это бюджетное учреждение, да, скорая помощь, то есть деньги выделяются на все ставки, которые должны быть. У нас 50% укомплектованность, а куда остальные 50% от... Я прошу прощения, нет, не на все, конечно, ставки. Там есть очень серьезная еще одна задача. Дело в том, что по общему правилу в составе той заработной платы, которая выплачивается бюджетному работнику, там не менее половины должен быть оклад. А давайте посчитаем. У вас в Башкортостане чуть-чуть побольше 30 тысяч. Это средняя заработная плата вообще работников по региону. Да? И если мы говорим о указе президента, то тогда врачи должны получать где-то 60 тысяч. Да? Да, так получается. А вот когда я уезжала, то оклад у них был 11 тысяч.
А уже при мне вот должен был приняться некий акт, должен был принят правительством некий акт, видимо, нормативный правовой акт, постановление, видимо, правительства, в котором вот это оклад должен был быть установлен 17 тысяч. Но ведь даже 17 тысяч это меньше, чем 50%. Меньше, чем, да, средняя зарплата. Я понимаю, что это некие трудности. Я даже уже не хочу на эту тему как-то вот педалировать эту ситуацию, потому что во всех регионах есть трудности. Но то, что нужно постепенно из этой ситуации выходить, это да. И, конечно, так не бывает, что у тебя работников нет, а тебе платят за всех. Нет, так не получается, высчитывают коэффициенты, но слава богу. Денег достаточно, Наталья как сказал главврач. У нас немного времени, вот хотелось бы третью тему тоже обсудить. Вот эта вот история со школой и директором школы, который, скажем так, продвигал активное изучение башкирского языка и который был впоследствии уволен. Вот что вы там увидели, услышали? Каково ваше мнение? Ну, насколько я понимаю, он еще не уволен, потому что ему дали доработать до конца учебного года, это первое. Второе, вы знаете, я за продвижение национальных языков. Я вообще не очень понимаю тот изменения в закон об образовании, который сделал это необязательным. Понимаете, ведь вот в наших национальных республиках, к сожалению, титульная нация в меньшинстве. Мы можем просто потерять язык. Я считаю, что вот это вот по желанию, ну, слушайте, а я не хочу изучать математику. Вот не хочу, и все. И мой родитель говорит, ну что, 2 + 2 знает, и славьте Господи. И так далее. Наверное, метод, которым это делалось, неверен. И вообще сам закон, вот это изменение в закон образования, с этим не согласна. Я русский человек, но если бы я жила в национальной республике, и мои дети учились бы в школе, я бы предложила им, убедила бы их изучать язык. Каждый новый язык – это хорошо, тем более, что русский – это славянский, английский – это романский, а башкирский – это тюркский. Почему нет? И я думаю, что сам способ, каким работал директор, конечно, наверное, был нехорош. Но я за то, чтобы изучались иностранные, национальные языки титульной нации в республиках наших. А на ваш взгляд, как-то изменение возможно, вот я не знаю, на уровне СПЧ, вот обсуждение есть? Вы знаете, у нас тоже разные мнения на эту тему, как вы видели, да? То есть мое мнение не совсем совпало с мнением Киркоры Ирины Владимировны, которая этим делом занималась. Ну да, у нас разные мнения, но мы можем убеждать друг друга. Ну вот я считаю так. Но вообще-то решать эту проблему должна Государственная Дума. Вот так быстренько исправить закон об образовании, мне кажется, это неверно. Нужно было перед этим провести широкое обсуждение в национальных республиках, заслушать все мнения. Нам надо сохранять эти языки. Это наше богатство Российской Федерации, что мы такие многоязычные. Ну, по итогам поездки в республику уже лично с вашей стороны доклад там или как это называется, отчет какой-то готов или все еще в работе? Да, будем делать, конечно. Ну, это непростое дело, много людей приехало, будем собирать информацию, урегулировать ее, приводить в порядок, а потом это обычно делается так. Рекомендации посылаются в республику, вернее, в данном случае в республику вообще субъект Российской Федерации, обсуждаются совместно, ну и принимается к действию, что-то не принимается, тогда, значит, ну вот степ-бай-степ, да, вот такими итерациями приводится в соответствие законодательству и мнениям различным, вот наши рекомендации. Вот еще хотел уточнить, у нас буквально минута до конца, даже меньше. Вот по поводу этой разницы зарплат, да, про скорую помощь, что мы говорили, вам как-то пообещали разобраться, сроки поставили? Да. Да, мне пообещали прислать информацию. Я буду этот вопрос отслеживать. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое. Мы благодарим Наталью Евдокимову, члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, участника рабочей группы по социальным вопросам, экологическим правам, миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений. Спасибо, Наталья Леонидовна.
Ну что ж, вот такая информация. Да. Я думаю, что по меньшей мере не бесполезная была поездка СПЧ в Уфу. Будем надеяться на конкретные результаты. А сейчас благодарим всех наших радиослушателей, кто был сегодня с нами. Желаем хороших выходных, хорошего дня. Ну и будьте здоровы, друзья. До свидания.